номинации. Сегодня, дорогие друзья, мы узнаем, кто же станет обладателем звания «Пара года 2012» и получит заветный кубок. А также главный приз – путевку в романтическое путешествие от нашего генерального спонсора туристической фирмы «Хикари». Финал конкурса прошли лишь 9 пар. И прямо сейчас они появятся в этом зале, традиционно исполнив незаветный вальс. Музыка вальса, осеннего вальса, в нашей душе пусть звучит. Сердце трепещет от дивного танца, чаще и громче стучит. Уважаемые гости, представляем вам участников бала молодоженов «Пара года 2012». Песня «Мелодия» прозвучит в исполнении солиста государственного вокального ансамбля «Туймада» Эдуарда Баланова. Сердце
верни мелодию любви. Представляем первый конкурс, который так и называется «Визитная карточка». Напоминаем членам жюри, что этот конкурс оценивается по 10-бальной системе. По результатам предварительной жеребьевки первыми свою визитную карточку показывает семья Нины и Игоря Широких. Просьба подготовиться семье Тархановых. Здравствуйте, мы семья Широких. Подготовили визитную карточку. Пожалуй, начнем. Это наша семья. Это я, это Нина, это наша дочка Мария и наш любимый кот. Просто кот. Мы не договорились, какая у него должна быть кличка, не пришли к этому мнению, поэтому он остался котом, уже 8 лет он кот. Как вы это зовите? Да, пусть. Он уже отвлекается. Теперь чуть-чуть про наши корни. С этой стороны моя родина, с этой стороны я. Говоришь, у нас из Украинского Можете узнать Сергей, Балаган. А Нина моя с гор, с Кавказа. Где-то Болгарии. И вместе мы тюрки. Да, Болгарский язык и якутский очень люблю. ну, история нашей любви. В общем, мы познакомились в Новый год. Я, в общем, там ездил, пел песни на гитаре, в общем. Ну, и там увидел Нину, как раз она была подружка моих общих, ну, наших общих друзей, в общем, были там. Молодец. Ну, про увлечение наше. Мы очень любим играть в боулинг. Как бы мы уже пришли на профессиональном уровне. У нас есть свои шары. Ну, впрочем, хотите узнать что-то про боулинг, спросите нас. Говоришь, что будет 16 лучших боулинг выпуска. На 16 месте. К сожалению. Это наша работа. Так как и у меня, я журналист, Кирюша, он дизайнер, вся работа связана с компьютером, мы еще и, как видите, дочь привлекаем. Она очень активно этим интересуется, я думаю, что или туда, она все-таки пойдет. Ну и наши друзья, самые ценные, что вот нас окружает, это вот тепло наших друзей. Спасибо вам за все. Если бы нашу семью надо было сравнивать с каким-то сериалом, то однозначно был бы сериал «Друзья», который рассказывает о том, что в жизни некоторых людей им так везет, что их друзья зачастую ближе, чем родственники. И вот у нас как раз такой случай. Вот они стоят, кстати. И продолжение следует. Спасибо. Сегодня 1 ноября, на самом деле, будет уже теперь вдвойне историческим днем для нашей семьи, потому что такие конкурсы первый и последний раз, я думаю, мы участвуем. 1 ноября родилась наша дочь Мария, у нее сегодня день рождения. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ваши аплодисменты. Это была пара Мария Широких, Нина и Игорь. Но сейчас с огромным удовольствием представляем вам визитную карточку семьи Тархановых. Маргарита и Александр. Встречайте. Добрый вечер, дамы и господа. Хотим рассказать небольшую историю нашей любви. Дорогая, а ты помнишь тот весенний, Романтичный. майский и прохладный вечер? Конечно, помню. Ты тогда стояла, такая грустная, одинокая. Я подошел к тебе, взял нежно за руку, взглянул в твои глаза. Твой взгляд пронзил меня, и сердце до полного
Так и случается любовь с первого взгляда. Теперь и я верю, что так бывает иногда. Ты родилась в Приморье. А ты полжизни прожил в Крыму. Вот как в жизни бывает. Судьба свела нас в северном краю. Я выше крестиком рубашку. Для нас любую мебель изготовлю я. Декор оставь ты для меня. Возьму холсты и кисти и напишу картину в честь тебя. Вкуснейший ужин приготовлю я. И в этот вечер давай споем мы под гитару Про нашу первую весну. Работаешь ты очень-очень много. Но ведь и ты не меньше, чем других. Людей привозишь и увозишь. Продукты свежие продашь. Я продавец. А я водитель. И вместе мы одна семья. Почетных граммов полон дом и медалей за футбол. Тебе я, кубок, очень готов за твою верную любовь. Друзей своих мы очень любим. Мы всех их вместе соберем. Они у нас скучать не будут. Веселье, радость принесем. Родителей мы очень редко видим. Раз в 3 года, так уж повелось. Но знаем, что они нас любят крепко. Дай Бог им счастье и любовь. Мы о себе вам рассказали. Вы не судите строго нас. И пусть немного, но написали Историю своей любви для вас. Это была замечательная визитная карточка Маргариты и Александра Дархановых. Приглашаем показать свою визитную карточку следующую пару семья Шевцовых. Кристина и Дмитрий. Пожалуйста. Нет, я не знаю. Там мы купили, что вышло. Там висит. Видел 3 штуки там вышло. Говорят, что самое короткое расстояние от точки А до точки Б прямая. Но не всегда эта аксиома верна, в особенности, когда дело касается отношений. Мы хотим вам рассказать о 2 «я», которые стали в итоге одним большим «мы». С Димой мы уже почти 6 лет. И первый шаг навстречу друг другу мы сделали 1 декабря 2006 года. Мы познакомились на акции «Молодежь за ЗОЖ», где, когда я был студентом, а Кристина еще школьница, молодая, задорная девчонка. Мы очень долго разговаривали, общались, шутили. Но когда настало время расставаться, мы даже не взяли друг у друга телефонного номера. Это было как в сказке про Золушку. Правда, у меня не осталось даже хрустальной туфельки. Дима мне тогда понравился сразу. Высокий, красивый, умный юноша. Наверное, именно в тот момент я поняла, что я встретила своего прекрасного принца. Если двум любящим сердцам необходимо встретиться, то судьба непременно их сведет снова. И так в нашем маленьком городе я нашел свою принцессу быстро. Через неделю мы вновь встретились в кино. И с тех пор поход в кинотеатр стал нашей воскресной традицией. Мы общались все больше и больше. Нам было очень интересно друг с другом. Кристина мне очень понравилась. Пришла весна. Мы были влюблены. Но вместе с весной пришла и пора выпускных экзаменов. И мне надо было уехать в Москву. Против поступления я не был, но расстояние стало для нас сложным препятствием. В сентябре 2007 года я поступила в Московский университет. Мое обучение длилось 5 лет. Это были самые сложные и в то же время самое прекрасное время в наших отношениях. Ведь именно тогда я поняла, как сильно я люблю Диму и как он мне дорог. Для меня это время тоже было очень сложно, но я понял, что люблю Кристину и готов продолжать. Первый год был очень сложный. В большом, далеком городе, вдали от семьи любимого, я очень сильно скучала. Каждую сессию я сдавала досрочно. Приезжала домой, где меня любили и ждали. Вдалеке друг от друга очень было сложно.
Но, как говорится, расстояние – это как ветер для огня. Если это маленькая искра, то оно потухнет. Если это огонь, то он разгорится сильнее. Мы научились ценить минуты, которые проводим вместе. Расстояние нас научило быть внимательными, любящими. И главное, мы поняли, что хотим быть вместе. Через 5 лет к концу моего обучения, вопреки многим мнениям, что расстояние и время должны нас разлучить, мы остались вместе, любя друг друга. После защиты диплома я приехал к Кристине в Москву. Оттуда мы отправились в наше первое романтическое путешествие, где 13 июня 2012 года я сделал Кристине предложение руки и сердца. Это был самый прекрасный момент. Я не могла ответить своему принцу отказу, и я сказала «да». 29 сентября 2012 года в этом самом дворце мы заключили брак двух наших любящих сердец, чтобы никогда не расставаться и быть вместе. В горе, и в радости, в бедности, и в богатстве, отныне и во веки веков. Наши отношения строятся на 3 основах: любовь, доверие и уважение. Это взаимодополняющее. Одно не может быть без другого. И в первый день нашей совместной жизни мы составили заповедь Семи Жрецов. Любите и уважайте друг друга. Доверяйте и поддерживайте во всем. Быть вместе в минуты радости и горя. Слушать и слышать супруга. Всегда находить компромиссы. Быть может, наша история покажется вам сказкой. Но эта сказка — главный герой, который мы с Димой. Ни расстояние, ни время не смогли нас разлучить. И нет ничего проще, чем отпустить, ничего сложнее, чем остаться. Я желаю вам всем счастья и быть любимыми. Дорогие друзья, ну а следующую визитную карточку представляет семья Марковых Ирина и Артур. Добрый вечер, уважаемые наши родственники, друзья. Мы нашей песни озвучим нашу любовь, нашу жизнь. Когда лето на эссеке теперь вышел погулять. Там студентка из Сунтаров, там слова албовые. Я краснею, я бледнею, хотелось ей сказать: будь моей судьбою, солнце яркое встречай. И на залы клубы, танцы до утра, цветы ветры, денег нет у меня. Прекрасно, да все красиво, ты самый лучший у меня. И на залы клубы, танцы до утра, цветы, конфеты, денег нет у меня. Все прекрасно, да все отлично, ты самый лучший у меня. И решили тогда же в гражданском браке план отношения расстояние проверяли, мы не расстались. Под мною на алтаре сделал я предложение тебе: будь моей женою. Да, конечно, да, дорогой. Реши мне пока, милый дорогой, выйти замуж за Артура моего. Слышишь, мама, слышишь, папа, хочу я замуж за него. Разреши мне пока, милый дорогой, выйти замуж за Артура моего. Слышишь, мама, слышишь, папа, хочу я замуж за него. Настал тот день счастливый праздник, первый семейный наш. Мы краснее пекли и горько целовались много. Начало новой жизни нас поздравила родня.
создать и сохранить человек, каждый человек в этой жизни. Если рассказать немного о нас, то мы любим спорт, оба занимаемся баскетболом, ведем активный образ жизни. И занимаемся всем тем, чем может заниматься молодежь в нашей республике. Мы просто очень сильно любим друг друга. Спасибо. Это была визитная карточка семьи Бурнашовых, номер 5. Дорогие друзья, и, конечно, под ваши теплые аплодисменты приветствуем следующую пару. Семья Никонов. Специалист в управлении статистики. Она родом с Уснера, из Айгония. Вот. Она любит бисероплетение, музыку, рисовать и читать книги. Сережа у меня активист. Он увлекается спортом, любит охоту и рыбалку. Его родина – город Якутск. Сережа у меня сильный, надежный, мужественный. Он моя опора и защита. Мне сон приснился редкой красоты. Исчезли все, остались я и ты. И лишь вся земля. Остались только двое, только я и ты. Сияло солнце и цвели цветы, и мы сияли тоже, я и ты. А в нежном там мурлыкали моря, и счастливы были ты и я. Там сбылись все надежды и мечты в том мире, где родились я и ты. Помните ли вы времена, когда всей семьей смотрели бесконечные бразильские сериалы? Вы жевали лобис? Рубились танчики на тенде? Вы любили смотреть геофильмы? Да? Да, мы тоже из этого поколения и хотим в память о том времени представить вам наш геофильм под названием «Радуга счастья». Красный цвет посвящается нашим родителям, которые родились в СССР и носили гордое звание пионеры. СССР был огромной интернациональной семьей, в которой родились, выросли и встретились наши родители. В Чите латышская девушка Татьяна Лозенц и якутский парень Николай Дьяконов. В Мирном якутская девушка Алена Тайшина и русский парень Андрей Балатин. Оранжевый цвет. В период оранжевой осени на радость родителям 19 сентября 1984 года родился я, Дьяконов Алексей. А когда все листья осыпались и началась зима 10 декабря 1987 года, родилась я, Балакина Валерия. Вот уже 2 дня подряд я сижу. Желтый цвет связан с 1 сентября. С букетом желтых садовых шафранов мы отправились в школу. Я в Чите. Я в Мирном. Судьба тогда нас уже сводила. В 2001-м наши семьи переехали в Якутск. Потом я училась в Питере. Я в Чите. Зеленый – это цвет Технограда, предприятие, куда мы устроились на работу и где мы познакомились 17 ноября 2010 года. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Голубой. Небо было голубым в Китае, куда мы поехали в июне 2011-го в первое свое совместное путешествие. Я люблю путешествовать и знакомиться с миром, изучать историю и культуру новых стран. Теперь это наше совместное хобби.
29-й лунный день наше счастье свершилось. 27 июля 2012 мы поженились. Наша свадьба, как и редкий фиолетовый цвет природы, была уникальной, тематической в стиле стиляги. Мы тщательно готовились, шили наряды, искали патефоны и пластинки из винилов, придумывали дизайн помещения, делали цветы из органзы, мастерили фототеатр. Конечно, нам в этом помогли наши родные. Огромное им спасибо. Свадьба удалась, и мы счастливо идем по жизни вместе. Такая вот она, наша радуга, счастье. Радугу увидит и счастливый человек, и поймут все люди в мире крепче нас союза нет. Познакомились мы у общего друга. Это был мой друг по группе студенчестве, а он был ее одноклассник. В общем, это был его день рождения. Ну, я пришел туда, обычный день рождения, ничего особенного. Я Иру увидел, мыслил, да, симпатичная, не было такого слова прям любви, потому что такого резко не возникает, я считаю. В общем, мы там гуляли, потом пошли на улицу, а там был дождь, нам на это мешало, в принципе, поэтому мы пошли там, гуляли, и отстали от группы всей. И там была детская площадка такая. И там стояли качели такие весовые, самые стандартные. Я сел на них и говорю, давай прокатимся. Она такая, давай, почему бы и нет. В общем, сел на них. И Ира подумала, что сейчас сможет меня перевесить, потому что думала, что 50 килограмм тяжелее, чем 90. Я тогда весил 90 килограмм, я был очень толстый тогда. В общем, она попыталась, она меня перевесила немного, но я подумал, нифига себе. И она упала прямо на лицо, я подумал, она еще не сломала, наверное. Я подбегаю ее, я извиняюсь 1000 раз. Ну, она, конечно, говорит, враг, что такое обратно. Я говорю, прости, пожалуйста. В общем, как-то, чтобы замазать всю эту вину, я пригласил ее в кино. В общем, и последующие дни я всегда ее встречал после работы, спрашивал, как твои синяки прошли, нет? В общем, и тут настал самый скучный, но самый печальный день, я считаю, то, что она улетела в Красноярск на учебу. Это был 5-й курс, мы вдвоем были на 5-м курсе. Она улетела, и я сказал то, что я буду тебе звонить и писать. Она сказала, Я приехал, и она встретила меня в аэропорту. Честно говоря, она, наверное, даже не ожидала, что я приеду. Я забрал ее с собой в Якутск, и мы переехали ко мне. И начали жить вместе. После года проживания я позвал ее в ресторан. Мы обычно всегда выходим раз в месяц в ресторан. И она подумала, что обычный ресторан, что покушаем. И это говорит, дарю ей кольцо и говорю, я извиняюсь, я закрыл глаза. Она закрыла, я протянул кольцо и прочитал молитву. То, что я всегда буду с тобой, ты ничего не волнуйся, я тебя люблю, и даже если будем ссориться, ты не волнуйся, все будет здорово. Мы с тобой, конечно, не Ромео и Джульетта, потому что Ромео и Джульетта были владели юношеским максимализмом, скажем так. А я потом серьезно слушался, давай, все, точно. В общем, так. Молодец. Мы рады видеть вас на этом торжественном событии и хотим представить вам нашу семью. Семью Артемьеву. Которая уже 6 месяцев. В не очень далеком 87 году, в далеком Устьянском районе, в семье Макаровых родилась девочка, которую назвали Сашенькой, в честь прабабушки и прадедушки. Просто научившись ходить, она уже ждала появления на свет своего сынку Алексея. А в это время в городе Якутске в семье Артемьевых родился долгожданный сын Алексей, названный в честь дедушки. На тот момент маме Алёше было 41 год. Время шло, мы росли, и в один прекрасный день мы встретились. А познакомились мы 18 марта 2008 года на курсах корейского языка. В этом году, 29 июня, в солнечный летний день, мы сыграли свадьбу своей мечты. Моя Сашенька – творческая личность. Она очень любит рисовать, шить. Творить своими руками. На нашу свадьбу она сама сделала несколько украшений. Например, одежду для мишек и шампанское. Don't even know, yeah, the sun's in the sky, it makes for happy endings.
на день рождения своему любимому я сделала альбом своими руками. А еще у нас есть общее хобби – корейский язык. Также нас объединяет любовь к азиатской кухне. Алеша очень любит готовить. А Саша любит поесть. Результат вы можете видеть на мне. А сейчас, дорогие гости и жюри, Алеша продемонстрирует вам, как он готовит суши. Прошу вас поддержать аплодисменты. В настоящее время Алексей студент 5-го курса финансово-экономического института. В этом году он защищает диплом. Учебу он совмещает с работой, он индивидуальный предприниматель. Я работаю преподавателем английского языка в Республиканском образовательном агентстве. Этот год у нас получился очень насыщенным. Тут одевает свадебный наряд один раз в жизни, но нам повезло, поскольку мы с ним уже 4-й раз. Еще раз попрошу поддержать моего любимого. Приятного аппетита и спасибо большое за внимание. Ну а сейчас встречайте, музыкальное поздравление для вас выступает победительница конкурса «Серебряная нота Туймады» Юлия Филь. Давайте поддержим теплыми аплодисментами. Встречайте. Спасибо. Я желаю победы вам. Юлия Филь. Пары активно участвовали в обсуждении, доказывали свою точку зрения, убеждали оппонентов в правильности своей позиции и пытались найти, конечно же, пути решения создавшихся проблем. За развитием дискуссии внимательно наблюдали эксперты, специалисты управления ЗАГС и психологи.
В итоге, по мнению экспертов, наиболее ярко представляли свое видение проблем молодой семьи, основанной на семейном законодательстве, Кристина и Дмитрий Шевцовы, Ирина и Артур Марковы, а также Маргарита и Александр Тархановы. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, этим парам. Нашему любимому городу исполнилось 380 лет. В честь этого знаменательного события в Якутске открыли сквер Матери. Идея возникла давно, и в этот юбилейный год она воплотилась в жизнь. Памятник установлен на озере Сайсыры, где мы сейчас и находимся. Вот отливалась в городе Смоленске создатель скульптуры народный художник России Афанасий Романов. Со слов автора, женщина – это олицетворение всего живого. Существует легенда о бабушке Сайсыры, которая пришла в Якутию, возглавив большой род. На правой руке матери сидит ребенок. Это символ развития и будущего. 3 сокола на левой руке являются образом сыновей, летящих в пламя войны. В ногах матери горожане могут увидеть зайчонка. Как вспоминает скульптор, эту идею ему подсказал его давний друг Дмитрий Кононович Сивцев Сорона Молнон, который рассказывал ему о том, что именно зайцы спасли якутов от голода во время войны. Этот памятник – дань всем матерям, потерявших своих сыновей в Великой Отечественной войне. Вечная память и вечная им слава. Мы очень рады и гордимся тому, что в нашем городе появился памятник матери. Пусть это святое место будет вечной памятью и добрым началом жизни каждого горожанина. Прямо сейчас угостите даму сигарет. Мы ведем свой репортаж из Якутска, где только что произошло нечто невообразимое. В центральной площади города был похищен памятник ученому, выдающемуся общественному деятелю Платону Аюнскому. У нас есть возможность поговорить с очевидцами произошедшего. Да, это мы. Мы очевидцы. Это произошло в 3 часа ночи по земному времени. Мы выгуливали нашего любимого кота Мурзика. Вот фото. Кота? Да. 3 часа ночи? Да. Хорошо. А что вы видели? Он сказал, что ему нужно отойти. Ненадолго. Кто он? Памятник. Кажется, вы пудрите на мозги. Что случилось на самом деле? Хорошо. Мы прилетели с планеты номер 16407, Ой-Унский, которая находится в 168 миллионах километров от Земли. Мы сделали этот путь с Мурзиком для того, чтобы установить этот памятник на нашей планете. Но вы об этом ничего не узнаете. Добрый день, дорогие телезрители! Вас приветствует всероссийская телепередача «Памятники России». Мы сегодня, семья Марковых с города Якутска, расскажем про памятник Алексея Елисеевича Кулаковского. Памятник расположен в городе Якутске на площади Дружбы народов, перед театром оперы и балета. Он был установлен в 2002 году.
Алексей Кулаковский, Эксакалях Алексей, общественный деятель, фольклорист и этнограф, поэт и филолог, выдающийся мыслитель якутского народа, основоположник якутской литературы. Алексей Кулаковский – это целая эпоха в истории народа Саха. Талант Кулаковского удивительно разносторонен. В своих поэтических произведениях, публицистике, научных трудах он удивительно точно выразил духовную суть родного народа, общественные идеалы и высоту нравственных устремлений якутской интеллигенции. Время, в которое жил и работал Кулаковский, начало 20 века, было временем исторического выбора, действия новых общественно-политических сил, проявления прогрессивных идей. Как известно, отношение к наследию Алексея Кулаковского на протяжении всего 20-го столетия было неоднозначным. Немало было сломано копий вокруг оценки его творчества, но идеи и мысли Алексея Кулаковского оказались востребованы самим ходом времени, логикой общественного развития. По достоинству оценена его подвижническая и просветительская деятельность, настоящий талант выше времени и обстоятельств. На этом наша телепередача «Памятники России» завершается. С вами были Ирина и Артур Марковы. До новых встреч! Есть в нашем городе интересный памятник. Сидят рядом мужчина славянской внешности с бородой, женщина-якутянка, и между ними ребенок. Это памятник выдающемуся русскому землепроходцу Семену Дежневу и его семье. Якутские его в шутку называют памятником первому Сахаляру. Сережа, а что ты знаешь о Семене Дежневе и об Окаяде? Семен Дежнев – личность легендарная и героическая, но якутянам он особенно дорог тем, что первый из русских казаков сочетался с законным браком с местной уроженкой Абакаядой Сючу, которая родила ему сына Любима. Верная жена прождала мужа с дальних странствий более 20 лет и до конца жизни была верна ему. Там памятник установили 27 сентября 2005 года ко дню суверенитета Республики Саха. Изготовили памятник в городе Санкт-Петербурге. Эскизы сделаны 3 якутскими художниками – Эдуардом Пахомовым, Евгением Кац и Максимом Павловым. Памятник Дежневу и Абакаяде, пожалуй, одно из самых лиричных мест Якутска. Молодожены приезжают к памятнику, чтобы поклониться верной женщине Абакаяде, ждавшего своего русского мужа более 20 лет. Так что этот памятник можно смело назвать памятником настоящей любви, надежды и преданности. Специально для пары года Айталина и Сергей Никоновы. Добрым утром, жители города Якутска. В канун наступления Хэллоуина в Якутске, в районе старого города, авиадиспетчеры заметили необычное течение в небе. Наш корреспондент Валерий Дьяконова с места происшествия докладывает. Возле
памятника первопроходцам в старом городе я обнаружила, вы даже представить себе не можете, суперменом родом из Крепкого. Добрым утром, жители города Якутска. В канун наступления Хэллоуина в Якутске, в районе старого города авиадиспетчеры заметили необычное течение в небе. Наш корреспондент Валерий Дьяконова с места происшествия докладывает. Возле памятника первопроходцам в старом городе я обнаружила, вы даже представить себе не можете. Нет, это монумент из гранита, основание из бетона, весит 6 тонн стати, установлен в 2002 году. Что означает монумент? 380 лет тому назад, в 1632 году, 25 сентября, по указу государя Петра Федоровича Романова, казачий сотник Петр Бекетов, родом из Енисея, с товарищами высадился на правый берег Лены с целью заложить форпост на новых землях. Острог назван Ленским. Это нарисовано на камне. Памятник – символ дружбы всех народов, живущих в Якутии. Откуда такая точность дать? Хранился документ, где Бекетов доносит Москву государю. Того же года, 1632 сентября, в 25-й день поставил государев новый острожок Ян Петрушка против якутского с князцам и маком. Валерия, но это место, где мы стоим, расположено на левом берегу реки. Какой внимательный супермен, так как острог Ленский, современные сотенцы, все время топило во время весенних наводнений. В 1643 году воевода Петр Головин перевез острог вверх по Лене, на левый берег к озеру Сайсары. Назвали его Якутский. С этого места и вырос наш красивый город Якутск. Валерия, вы так интересно рассказываете, не хотите ли вы слетать в Метрополис за новыми историями? Да, я хочу! Только надо поменять экипировку. До встречи! Здравствуйте, ценители культурной жизни Якутска. Сегодня семья Шевцовых выяснит, знают ли жители города своих героев в лицо. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, кому установлен этот памятник? Настя! Нет. Настя! Нет. Нет. Дима, так когда же кому был установлен этот памятник? Этот памятник установлен 27 сентября 2011 года и посвящен народному писателю Республики Саха-Якутия, члену Союза писателей СССР Сивцеву Дмитрию Кононовичу. Дмитрий Кононович являлся крупным общественным деятелем в области культуры и внес большой вклад в становление якутской национальной культуры. Ему было присуждено звание Героя социалистического труда. Он награжден орденами за заслуги перед Отечеством, дружбы народов и Трудового Красного Знамени. Суворон Амалон, публицист и горячо пропагандировал дружбу и братство народов, особенно исторический опыт совместной жизни якутского и русских народов. Какой же великий человек, и наверняка он оставил своим потомкам послание. Конечно, Кристина. Древний Якут стремился и верил в торжество красоты, добра и счастья. И действительно, по заветам Суворона Амалона, сегодня в современном мире торжество красоты, доброты и счастья воплощено в наших любящих сердцах. Жители столицы, гордитесь тем местом, где вам суждено было родиться. И не забывайте своих героев. Добрый день, ни слова о политике, взамен очень важное, полезное, интересное. В столице Якутии находится такой памятник, при виде которого глаз не оторвать. С исторически ценного места города Якутска наши корреспонденты Симона и Дмитрий Бурнашова.
В самом центре города Якутска, на площади Победы, установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эта многометровая стелла, посвященная победе в Великой Отечественной войне, украшена скульптурой героя якутского эпоса Олонко Нюргуна Батура. Нюргун Батур стремительный, самый яркий герой якутского народа. Он символизирует борьбу за создание семьи, силу, победу, веру в светлое будущее и стремление к лучшему. Именно этот легендарный герой горит высокой звездой в сердцах всех якутян, храня в себе народную мысль и традиции. Нюргун Батур – образец храбрости и бесстрашия, изображен во многих картинах известных художников. А в Якутске его памятник установлен именно здесь, на площади Победы. Муж стоит на стремянке и просит супругу подать ей какой-нибудь инструмент, ну, например, ключ на 10. А она стоит, смотрит, так хлопает глазами и думает, а чем ключ на 10 отличается от ключа на 8 или там на 12? Я, кажется, Лана, понимаю, к чему ты клонишь. Дорогие друзья, следующий конкурс, который называется «Сюрприз», как раз нам и покажет, насколько наши девушки ориентируются в мужских инструментах, а мужчины в разных женских штучках. В этом конкурсе, дорогие друзья, парам придется разделиться на некоторое время. И сейчас мы первым приглашаем прекрасных половинок на сцену. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, давайте поприветствуем. Уважаемые участницы, если вы точно назовете название инструмента, то вы получите максимальный балл. Если вы хотя бы опишите, ну, примерно расскажете, для чего используется, да, данный инструмент, но не сможете дать название точное, то получите половинку балла. Вы сейчас вот вынесут конверты. Конверты вскрывать только перед тем, как Руслан к вам подойдет. То есть заранее вы их не открываете. Хорошо? Значит, берете в руки и просто держите. Дорогие друзья, давайте поддержим аплодисментами наших участниц. Так, в конвертах находятся различные инструменты. Ну и, как было уже сказано сейчас, дорогие друзья, наши участницы либо говорят название и точное определение, либо, если вы затрудняетесь, можно догадаться, а может быть, примерно описать применение данного инструмента, который находится у вас в ваших руках. Возможно, это что-то для чертежа, там. Можно сюда молоток положить. Сюда вот, допустим, листочки, тут карандаши лежат. Рисовать. Ну, это мужской инструмент, да? Вы думаете, что для молотка это карандаши? Так, жюри у нас зафиксировало, да? Ну, что же, правильный ответ, наверное, расскажем, да? Дорогие друзья, называется это стусла. Стусла применяется для того, чтобы нарезать доски под определенным углом, но больше всего под 45 градусов. То есть сюда кладется дощечка. Что правильно, под каким-то углом, да? Это правильно. Конечно, кстати, дорогой жюри, пожалуйста, отметьте это и при выставлении оценки, конечно же, учтите. Аплодисменты, дорогие друзья. Давайте поаплодируем. Первая участница. Спасибо.
Пожалуйста, вторая участница, предлагаю вам открыть конверт и достать, что же там у нас такое. Так, это Кристина Шевцова. Скорее всего, это значит, что про диплома нет приема. Я не знаю, это тяжелая металлическая с зазубринами. Но, знаете, в нашем случае в семье она у нас машина любит уезжать куда-то вперед. И поэтому, скорее всего, подкладывалась под машину, чтобы она не уехала. По крайней мере, в нашей семье мы использовали это так. Но так может быть. Именно так мы использовали. Не знаю, что это. То есть, если бы вы нашли такую вещь, вы бы именно ее под машину подложили, особенно в гололед, да? Потому что она имеет вот такие вот зазубрины. Да, абсолютно. Мы в гололед мы не ездим. Это полный ответ или еще подумайте, посмотрите, что же тут у нас есть? Скорее всего, это какая-то заточка, потому что здесь она ребристая, здесь пупырчатая. Так, примерно название, как может называться данная вещь? Железная заточка с пупырчиками. Аплодисменты, дорогие друзья. Итак, ну что же, практически, можно сказать, новое название для рашпиля, ну, то есть для грубой обработки зазубрин на деревьях, на древесине и так далее. Ну, грубо говоря, такой грубый напильник. Давайте поаплодируем нашей второй участнице. Спасибо. Итак, третья участница, пожалуйста, предлагаю открыть конверт. Пожалуйста, представьтесь. Александра Артемьева. Александра, как думаете, что это? Так, ну это, наверное, такая штука, которая что-то измеряют и отрезают. Возможно, это какой-то скотч, может быть, строительный скотч отрезают. Это полный ответ? Похоже на это. То есть, как применяется, как думаете? Для того, чтобы отрезать какие-то кусочки ленты, может быть, какой-то отрезок ленты. Просто лента, и вы как бы отрезаете, да? Ну, в принципе, дорогие друзья, уважаемые жюри, практически правильно. Я думаю, здесь у нас перед вами аппликатор. Я сам, кстати, вот не знаю название этого, но действительно, здесь крепится скотч. И, то есть, для того, чтобы ленту обрезать, ее очень удобно и клеить. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Аплодисменты. Спасибо. Итак, следующая участница, пожалуйста, достаем. Кстати, посмотрел на предыдущий... Ой, прошу прощения, не то. Посмотрел на предыдущую вещь, дорогие друзья, думал, какое-то специфическое название, называется скотченаматыватель. Вот такое название. Хорошо, итак, представьте, пожалуйста. Валерия Дьяконова. Валерия, как думаете, что это? Ну, это точить. Что точить? Точилка. Значит, туда. Аплодисменты, дорогие друзья. Заточка для нашего поаплодируем. Спасибо большое. Спасибо. Так, следующая участница, пожалуйста, представьтесь. Симона Парнашова. Итак, Симона, предлагаю вытащить инструмент. Чтобы проволоки резать. Кусачки для проволоки? Что еще можно делать данными кусачками? Можно пофантазировать. Это полный ответ. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, наши участницы волнуются. Но практически близко. Это, дорогие друзья, для зачистки проводов, для зачистки проводки. Итак, следующая участница, пожалуйста, как вас зовут? Добрый вечер еще раз. Нина Широких. И Нина, предлагаю вам достать следующий предмет. Я не знаю, как называется эта штука, но предполагаю, что так как вот здесь вот вращается и диаметр у нее может расширяться и сужаться, она может, соответственно, что-то закреплять. И потом ей можно это отвинчивать. То есть это какой-то вид ключа, видимо. Практически правильно, аплодисменты, дорогие друзья. Это полный ответ у вас? Да. Спасибо. Разводной ключ, аплодисменты. Дорогие друзья, разводной ключ. Как думаете, что это? Ну, судя по линейке, это какой-то измеритель длины. Так. Только длины? Ну, видимо, тут что-то можно отрезать, судя по острым предметам.
Что-то отмерять и отрезать. Что-то отмерять и отрезать. Очень коварный инструмент, так? Так. Ну, это полный ответ. Ну, видимо, так. Название точно не знаете этого инструмента? Впервые вижу. Давайте поаплодируем, дорогие друзья, штангенциркуль. Штангенциркуль для точного измерения. Ну, практически, я думаю, почти правильный ответ. Итак, следующая участница, пожалуйста, представьтесь. Ирина Яковлевна. Пожалуйста. Кусачки? Ну, в принципе, да, достаточно простой инструмент. Это полный ответ у вас? Да. Что кусать можно? Провода. Провода? Так, еще? Деревья там, не знаю, может. Деревья? Деревья? А, кустарники, да, такие садовые ножницы. Так, ножницы по металлу. Ножницы по металлу. Наша жюри отвечает правильно за ответов. Пожалуйста, последняя участница. Ну, это напильник. Не знаю для чего. Просто маленькие, может, ногти у мужчины пилят. Может, ногти мужчины пилят? То есть немножко такой грубоватый напильник для мужских ногтей, да, вы думаете? Так, хорошо. Еще какие-то варианты есть? Может, там гвозди затачивать. Не знаю, все. Аплодисменты, дорогие друзья. Надфиль, действительно, напильник, только маленький. Спасибо большое нашим участницам. Дорогие друзья, я предлагаю сейчас поаплодировать еще раз бурными аплодисментами нашим участницам. Ну, я думаю, на смену нашим участницам выходят вторые половинки, дорогие друзья. Давайте поаплодируем мужчинам. Вот когда девушки угадывали инструменты, мужчины стояли и смеялись, да? Ну теперь ваша очередь, дорогие жены, посмеяться над своими мужьями. Мужчинам будут розданы инструменты, которые используются на кухне, может быть, для красоты, макияжа, там еще чего-то. В общем, для разных женских штучек. Я так понял, это название, конечно, точно не знаю, но я такой мороженое шарик. Да, действительно, это ложка для мороженого, да, ну делать шарики, совершенно верно. Не знаю. Что будет, знаю, ей сыр нарезать, а потом раскладывать их аккуратно и красиво. Нож для сыра. Шевцов Дмитрий, да, действительно, это, друзья, нож для сыра. Нет, оставить на память нельзя, это реквизит. Так, следующий участник. Дьяконов Алексей. Так, что у нас у Алексея? Попало что-то страшное, острое. Не знаю, острое, А вы потрогайте вот эти зубчики, они очень острые, я думаю, на волосах останутся такие кровавые полосы. Я думал, это вещи пропускают что-то в виде, там, когда готовят пирог, там, не знаю, чтобы не вздувалось. Ну, то, что протыкает, это уже ближе. Это ваш окончательный ответ, или вы что-то думаете, что-то? Что можно проткнуть? Почему так много их? Почему так много? Может, пицца? Ну, ясно. Ну, в общем, на самом деле, это держатель лука. Прокалывают лук, и вот между вот этими зазубринами как бы прорезывают, ну, чтобы лук никуда не ускользал. Вот это. Сколько можно даже? Это, да, масло там все. Хлеб. Ну, как наши зрители видят, что нож у него различных зазубрины. Ну, вот... Два в одном. А не три в одном. Так, вы сказали про этот край и про этот край. А посередине что? Еще это открывашка. А посередине для чего, как вы думаете? Это что будут там делать? Ну, пресс брать для молодой. Ну, на самом деле, то, что овощи, это правильно, но на самом деле это шинковка для капусты.
Ну, в принципе, другие овощи тоже можно резать. Шинковочный нож. Ну да, в принципе, не только для капусты, можно и, в принципе, другие овощи резать. Игорь Широких. Так, Игорь, давайте посмотрим, что попалось вам. Я думаю, что все зрители сейчас смотрят и недоумевают. Я тоже с ними вместе. Ваши варианты какие-нибудь? Ну, для чего это? Давайте начнем. Пример. Ну, наверное, для овощей. Что, по-вашему, надо делать с овощами вот в этой штучке? Зажимает как-то. Так это выливает. Так, ну вы еще будете какие-то варианты предлагать, или вы останавливаетесь на том, что это зажиматель для овощей? Ну, это что-то чистить, по-моему, какой-то фрукт. Так, ну, на самом деле, друзья, это форма для изготовления чебуреков. Сюда ложится тесто, сверху фарш закрывается, и вот с этой стороны вытаскивается готовое изделие. Так, следующий участник. Сергей Никонов. Ага. Так. О, ну Сергею повезло больше всех. Мы когда предварительно смотрели вот эти все предметы, изучали, мало кто догадался, для чего нужны вот эти штучки. Но я думаю, что Сергей догадается. Но он догадался, что их надо вытащить, что их две. Это хорошо. Ваши варианты. Сосуд для чего-то. Ну, для чего? Как их можно? Ну да, когда вы так делаете, похоже на чашечку. Здесь еще ручечка, да? Ну просто форма-то не такая, а вот такая вот именно. Такая? Почему-то две. Используются только вместе. По отдельности, ну, желательно не использовать. Из чего вот материал-то какой? Пластик, мягкий. Да, что-нибудь. Не знаю, может. В общем, дорогие друзья, я говорю правильный ответ, да, у вас? Ваш вариант, что что-то там наливать, да? На самом деле это прихватка, держатель для ручек кастрюли. С двух сторон. Чтобы не обжечь. Да. Так, следующий участник. Алексей Артемьев. Так, Алексей. Вау, какая красота. Похоже на замок. Замок для сумки, может. Когда в путешествие отправляется, там же на чемодан вешают. А где ключ, куда, как закрывать? Что-то с бабочкой надо сделать. Как вы думаете, что замочек трансформер, да? Ну да. Серьга, что ли? Это какие уши должны быть? Что такое серьгу вешать? Вот держатель для крючок для сумок. Все неспроста. Ну тут видите, штуки есть, да, они, короче, двигают, и что-то происходит, отсюда сыпается. Это явно так. Это, видимо, можешь соль раздавливать, там что-то в этом духе. Ну понятно, ну в принципе, применение вы назвали правильно, на самом деле это чеснок-давилка. Александру попалась такая маленькая черная штучка. Какие будут первые варианты? Для крепления похоже. Ты бы ваша супруга могла применить эту штучку? Ну, Вы когда узнаете, для чего она, наверное, захотите приобрести. Ну, какие варианты?
Так, ну хорошо, не будем больше мучить вас, да? На самом деле вы практически угадали, это для ресниц, но не приклеивать, а завивать, закручивать. Ну, как вы представляете и держите, и тогда реснички закручиваются. Маргарита и Александр Тархановы. Дорогие друзья, хотелось бы отметить, что данный танец они поставили сами. Давайте поаплодируем первой паре. Итак, продолжаем номинацию «Лучший танец». Следующий танец представляют Кристина и Дмитрий Шевцовы, хореограф Ангелина Янкова. Love and only few never know.
Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Солнышко мое, входи, я пришел. Можешь заходить. Я захожу, да. Forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. And marry me today and every day. Marry me.
got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Take turns tonight, not turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life. Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь, но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не то, но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Эй, пожалей, что таких парней ты раньше не встречала. Но для тебя изменю себя и все начну сначала. И пусть твердят тебе, что я не то, но
этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия выражает благодарность агентству «Волшебный сад» за великолепное оформление нашего зала. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Салону красоты Николая Исаак. Хореографу конкурса «Отличный культуры Республики Саха-Якутия», преподавателю хореографии детской школы искусств Протопоповой Ульяне Юрьевне. Именно она поставила первый танец наших молодых. Директору фирмы «Шоколадный фонтан» Николаю Бачкову. Кондитерскому цеху «Тортила», нашему постоянному партнеру. Директору салона «Цветочный дворик» Андреевой Галине Дмитриевне. Директору кафе «Diamond House» Семеновой Алене Владимировне. Директору свадебного бутика «Кнайтли» Яковлевой Татьяне Семеновне. Видеостудии Александра Маликова Digital Art. Профессиональным фотографам Михаилу Луговому и Николаю Дьяконову. И, конечно, генеральному спонсору конкурса туристической фирме «Хикари» и лично директору фирмы Андреевой Марии Константиновне. Вашему вниманию представляем показ коллекции вдохновения от ведущего стилиста республики, мастера модельера международного класса, стилиста нашего конкурса, многократного чемпиона российских международных конкурсов красоты Николая Исаак. Встречайте бурными аплодисментами, дорогие друзья.
Через несколько минут мы узнаем, кто же станет парой года 2012 и обладателем заветного приза от туристической фирмы «Хикари» путевки в романтическое путешествие. Также пара года украсит обложку следующего выпуска журнала «Свадебный Якутск», выпускаемого управлением ЗАГС с 2006 года в помощь молодым парам и являющимся незаменимым проводником в мир свадебных услуг нашего города. Каждый год, в момент оглашения имен победителей, невероятным блеском счастья светятся глаза одной из пар молодоженов. В прошлом году парой года 2011 стала молодая семья Калины и Александра Нехтигаевых. Сегодня они присутствуют в нашем зале. Давайте их поприветствуем. Калина и Александра Нехтигаевы, пара года 2011. Для оглашения имен победителей в номинации «Лучшее фото» на сцену приглашается директор свадебного бутика «Найтли» Яковлева Татьяна Семеновна. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Молодожены, я поздравляю вас с тем, что вы нашли друг друга. Желаю вам огромного счастья и пронести этот праздник, ощущение дворца, ощущение праздника через всю супружескую жизнь. Вы все красивые, все молодые, вы все активные, это вообще здорово. Итак, дорогие друзья, победителем в номинации «Лучшее фото». Диплом в номинации «Лучшее фото» дипломом награждаются Александра и Алексей Артемьевы. Ваши аплодисменты семье Артемьевых, дорогие друзья. Александр и Алексей. Лучшее фото нашего конкурса забирает семья Артемьевых. Фотограф. А также в номинации «Лучший фотограф» награждается Жека Уранкай. Евгений Иванов, Жека Уранкай, его псевдоним. Да, но мы ему обязательно передадим, да, пара передаст своему фотографу за замечательную работу и за победу в этой номинации. Дорогие друзья, мы приступаем к следующей номинации «Лучшее видео». Для оглашения имен победителей в этой номинации на сцену приглашается директор кафе Diamond House Семенова Алена Владимировна.
праздник прошел просто потрясающий. Желаю вам счастья семейного, взаимопонимания, любви. В номинации «Лучшее видео» награждается Валерия и Алексей Дьяконовы. Аплодисменты победителям номинации «Лучшее видео». Семья Дьяконовых. Лучший видеооператор награждается Иван Тищенко. Аплодисменты видеооператору данной пары, дорогие друзья, Ивану Тищенко. Для оглашения имен победителей в номинации «Лучший танец» на сцену приглашается неоднократный призер многих конкурсов парикмахерского искусства, мастер-модельер международного класса Николай Исаак. Конечно, что хочу в первую очередь всех поприветствовать в этом зале, потому что здесь сейчас у нас на самом деле происходит праздник, который соединяет, скажем так, большое количество семей, не только молодоженов, но еще у нас в зале очень большое количество взрослого поколения, поэтому объявляем конкурс, скажем так, номинацию «Лучший танец». Тот подарок, тот приз, который будет присуждаться, это, скажем так, идет объединение вашей семьи одного целого. Поэтому, я даже сейчас открою секрет, это хлебопечка. Поэтому хлебопечка, скажем так, издревле считается непосредственно главой семьи, то есть это ваш хлеб, это то, чем, скажем так, вы будете, скажем так, радовать свое семейство. Поэтому в номинации «Лучший танец» награждается Маргарита и Александр Таркановы. Прошу аплодисменты, дорогие друзья, семья Таркановых. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, победители номинации «Лучший танец» семья Таркановой. Мы благодарим от всей души все пары, принявшие участие в конкурсе, и вручаем с огромным удовольствием им памятные дипломы и призы конкурса под бурные аплодисменты всех гостей, дорогие друзья. Спасибо, уважаемые молодожены, за ваше терпение, за инициативу, за те усилия, которые вы приложили при подготовке к этому конкурсу. Надеемся, что от конкурса «Пара года» у вас останутся на память незабываемые впечатления и, конечно же, приятные воспоминания. Ну и по традиции обычно у нас пары начинают между собой общаться, дружить, поддерживать дальнейшие отношения. Огромное вам спасибо за ваши работы, за ваше творчество, за то, что вы поделились вместе с нами своей радостью, своим счастьем. Самый долгожданный момент церемонии награждения настает прямо сейчас. Мы приглашаем на сцену руководителя управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия, председателя жюри 7-го ежегодного конкурса «Пара года 2012» Родионову Тамару Михайловну. Дорогие друзья, вот и завершился наш праздник, наш конкурс очередной. Он стал у нас традиционным, 7-й конкурс «Пара года». Это конкурс молодоженов. Я очень счастлива, что вы, дорогие молодожены, так активно участвуете. Такие молодцы. Просто гордость нашей республики вы. И настолько сложно было судьям судить, потому что
Вы настолько талантливы, настолько разносторонние, настолько красивы, настолько... Ну, в общем, вы прекрасны, просто слов нет. И, конечно, когда мы думали, кто же станет парой года, я сказала сразу, что кто бы там по баллу не занял первое место, все 100%, все 200%, все достойны, любая пара. Ну, все равно вот по баллам, конечно, обязательно должен быть победитель. Кто же стал парой года? Ну, во-первых, конечно, хотелось бы действительно, перед тем, как назвать, кто стал парой года, хотелось бы поблагодарить лично от себя, от управления, от коллектива управления ЗАГС, поблагодарить наших спонсоров, которых уже Светлана Анатольевна сказала. И в первую очередь, конечно, генерального спонсора нашего туристической фирмы «Хикари». А сейчас разрешите вручить диплом и кубок победителю. Диплом «Победитель конкурса молодоженов «Пара года 2012», посвященная 95-летию со дня образования в органах ЗАГС Российской Федерации, Шевцова Кристина. Туристической фирмы «Хикари» Ощепковой Полине Григорьевне. Как поздравить самую сумасшедшую пару этого вечера. Что этот праздник принес мне чувство глубокого удовлетворения. Такое чувство, что сама выхожу замуж. Я думаю, что этот праздник принес радость в первую очередь самим конкурсантам, чтобы вспомнить те чувства, те щемящие чувства, которые были тогда, когда сделали первое предложение, когда первый раз увидели, когда сделали предложение, когда одели кольцо на руку, когда первый раз невесту жених поднял на руки. Это просто незабываемые впечатления. Хотелось, чтобы таких праздников было больше, и хотелось, чтобы у нас были тронные залы. Потому что, когда вышли сегодня наши прекраснейшие невесты, было так тесно от их головокружительных нарядов. Пусть это будет в будущем. Еще сегодня открыла для себя, что вот, хотелось бы сказать немножко про других конкурсантов. Не умаляя мои любимцы, я сразу сказала, они первые. Но нет, подсуживания не было. Уверяю вас от чистого сердца. Меня сегодня поразил Яковлев Артем глубиной своих чувств, глубиной своей любви к своей суженой Ирине. Я узнала, что у Широких все-таки не кот, а Мурзик. Мне очень понравилась смуглянка. Говорят, ничего, что не в рифму, зато по смыслу. Я просто была приятно тронута нежностью, подобной цветку Николая Айталины. Вот все эти, я могу говорить долго-долго и про всех, но все эти мелкие детали, они слились воедино в какой-то взрыв, фейерверк. Это огромное спасибо всем вам за вашу креативность, за вашу молодость, вообще за умение жить. Еще раз всех приветствую здесь. Очень приятно, что все собрались здесь. Хотелось бы в первую очередь сказать спасибо управлению ЗАГС, администрации. Единственное, побольше информативности об этом конкурсе. Когда мы узнали, очень захотелось поучаствовать. Большое спасибо всем пришедшим, спасибо организаторам. В первую очередь спасибо всем участникам этого конкурса. Вот так вот. I don't wanna hurt you, but I need
need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. But there's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we had this separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There's nothing I can really say. I can't lie no more. I can't hide no more. Got to be true to myself. And it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. You giving me more than I can return. Yet there's oh so much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do. I'm nothing to give. I must live without you. You know we had this separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There's nothing I can really say. I can't lie no more. I can't lie no more. Got to be true to myself. And it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. So I'll be on my way. And it feels like I am just too close to love you. There's nothing that I can really say. I can't lie no more. I can't hide no more. Got to be true to myself. And it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. So I'll be on my way.